последний день июля кандидат на пост главы Республики Саха-Якутия Эрнст Березкин встретился с жителями своего родного микрорайона 202-го. Он отсюда избирался депутатом республиканского парламента. На этот раз встреча чуть не сорвалась. Изначально было сказано, что встреча пройдет в здании 33-й школы, но оказалось, что доступ закрыт не только к самой школе, но и на ее территорию. Везде было закрыто, а мальчишки, которые гоняли в школьном дворе мяч, проникли сюда через дыру в заборе. Смешно представить, если бы это пришлось сделать жителям 202-го и самому кандидату. Благо, тут же свой зал предоставило руководство рядом находящегося детского сада. Эрнст Березкин ознакомил пришедших на встречу с ним избирателей с тезисами из своей предвыборной программы. Людей интересовала позиция Эрнста Борисовича по многим вопросам, в частности, по развитию села. Березкин начал с того, что он, будучи министром финансов, ввел субсидирование сдачи молока. Людям, которые сдавали молоко, сдал литр молока, получил 11 рублей субсидию, 13 рублей для организованных хозяйств. Прошло 12 лет, вдумайтесь, 12 лет прошло. Субсидия на молоко сегодня составляет 17 рублей. За 12 лет с 11-13 рублей выросло до 17. Нет никакой индексации. Если раньше на эти деньги можно было купить 2-3 литра, там 2 литра как минимум дистоплива, то сегодня 0,3 литра дистоплива можно купить. Конечно, они вырежут скот. Как заправлять трактора? Косами уже народ не махает давно. О чем же еще говорили? Многих сейчас волнует проблема молодежи. А сегодня молодая гвардия «Единой России» что делает? По ночам срывает мои объявления. Точно так же, помните, в 2008 году по ночам срывали все мои плакаты здесь, молодогвардейцы. Вот это вся их красивая работа. И вот это самое, вот между прочим, почему я привел этот пример, это самая главная причина, почему я собираюсь стать главой республики. Мы с вами растим поколение трусов, лизоблюдов и карьеристов. Везде. Дети, вот наша действующая власть напрочь испортила молодое поколение. Все хотят кем стать? Не врачами, не учителями, не механиками, не инженерами. Кем они хотят стать? Чиновниками. И ради этого они надорвут себе мягкое место, лишь бы пролезть. Для чего делаются игры, там, министры, молодежный парламент, молодая гвардия? Они занимаются сахасилигер. Чем они занимаются? Занимаются лизоблюдством. А когда они приходят в СЛФУ, или там ЕГСХ, или в педучилище, что им говорят преподаватели? Не поставишь за Единую Россию, в общежитие не дадим, зачет не поставим. Вот, понимаете, вопрос-то не в том, что там, да пусть с ним, черт с ним, пусть Единая Россия выигрывает, да, но какой ценой? Не ценой того, что мы из молодых людей изначально в их молодом возрасте делаем людей, с которыми я не пойду в разведку. По молодежной политике нужно возобновлять, но это действительно мое желание, и нормативную основу возможно приготовить. У нас есть ряд проблем, которые можно было бы направить в молодую энергию. Это так называемые молодежные стройки. Были такие времена, вспомните, это я не застал, но мне рассказывали, да? Вот даже ДСК занималась молодежной стройкой, помните? Специалисты шли, строили и имели возможность через 3-4 года, через 5 лет мне говорили, да, получить квартиру. Сегодня у нас огромные проблемы, дорога в Амбу отсутствует. У нас таттинские дороги вообще в отвратительном состоянии. Мы с газификацией провалились, а последние 2 буксуем года. У нас есть действительно ряд больших объектов и строек, которые надо вводить. Надо их объявить молодежными стройками. Строительство и стоимость жилья тоже острый вопрос. Я давно еще в Элтумене говорил, работая и вам говорил о том, что правительство, и Штырову говорил, и Грабцевичу, и Борисову, неправильно, что правительство республики ушло с рынка жилья, строительства. В моей программе четко записано будет, и оно будет озвучено о том, что республика, государственный бюджет должен не менее 15 тысяч квадратных метров жилья в год строить, чтобы решать сразу 3 задачи. Первое, регулировать стоимость жилья, говорит, а реально сколько стоит?
ни 65, ни 95, ни 80 тысяч квадратных метров. Мы должны сами строить и говорить, вот смотрите, ориентир. Почему государство может построить за 45, за 55 тысяч, а вы говорите, что жилье стоит 90, 80 тысяч. Во-вторых, мы должны решить вопрос обменного фонда. Вопрос, почему еще нужно сейчас строить жилье для муниципалитетов за счет бюджета, это вопрос касается одиноких людей, инвалидов. Сегодня в России, вы уже, наверное, слышали, будут увеличивать стоимость налога на имущество. Большие квартиры, лишние площади, которые не укладываются в нормативы, будет повышенная квартплата, повышенный налог. Если раньше налог на квартиру стоил 4 тысячи в год, то сейчас человек должен будет платить 20 тысяч. Оно не 20-10%, оно в разы вырастет. И это все будет со следующего года. Есть одинокие старики, есть инвалиды, есть люди в аварийном жилье живущие, ветераны, незащищенные. Им муниципалитет, государство должно быть готово предоставить без права приватизации, но чтобы человек достойно прожил в хороших, нормальных условиях социальное жилье. Обеспеченность детскими садами – это проблема не только нашего региона. Как собирается решить эту проблему кандидат Березкин? И вот когда мы как раз строим такое социальное жилье, ведь все-таки вот эти первые этажи, к сожалению, и так отдельно не построишь. Они должны ориентироваться под небольшие детские сады, должны спортивные залы делаться, потому что это все должно быть в шаговой доступности. В этом направлении будет работа. Ну и подытоживая свою встречу с избирателями, Эрнст Березкин заверил, что его команда – это профессионалы, которые состоят в разных партиях, и их объединяет одна цель – социальная ориентированность исполнительной власти, ответственность за будущее поколение. У нас правительство занимается только с утра. Один вице-президент в нации, чтобы игры народов всей республики провести, несколько раз выезжал, с кучей министров. Потом ОЛОНХО проводит, оргкомитеты. У нас правительство оргкомитетов по праздникам. Сплошные праздники. Это же все лето. Встреча с жителями 202-го микрорайона состоялась несмотря ни на что. Избиратели довольны. Я очень хочу, чтобы вы прошли, преодолели все преграды, а их 1000 еще будет впереди. Это первая преграда, которую мы выглядывать, где же мы. Поэтому очень хочу пожелать, в первую очередь, здоровья, терпения и упорства. И чтобы мы вот здесь все сидящие, когда 14 сентября мы вас выберем, чтобы наша старость была достойной. Вы смотрели видеоматериал Ларисы Бай.